Павловна, расскажите, пожалуйста, про ваше детство. Где вы родились, где учились, какие у вас воспоминания самые яркие из детства? Ну, я родилась, значит, в 1943 году, как раз вот праздники Великой Октябрьской революции 6 ноября. Тогда Тува еще была Народная Республика, Тувинская Народная Республика. Еще не вошла в состав СССР. И вот в селе Гайракан Зунгемчикского района. Вот с тех пор и живем. Родилась в семье большой, очень 9 человек, детей нас было. Отец с матерью нас вот воспитывали. Самая старшая сестра Патутарашу Сатпаевна, а я вот 7 девчонок и 2 мальчика нас было. Старший брат Манге Сатпаевич, может быть, слышали даже о нем. И самый младший Виктор Сатпаевич был. А чем занимались родители, бабушка? Ну, бабушка уже старая была, а у нас она уже ничем не занималась, дома одна была. Потому что дедушку нашего тогда репрессировали. Как раз вот есть такой политический деятель Сад Чурмитажи. Его репрессировали тоже и расстреляли там из 9 человек 7. Это был младший брат отца моей матери. И по этому поводу его тоже как родственника Кондра, тогда так называли их, осудили по 58 статье на 10 лет и отправили в тюрьму. И поэтому бабушка сидела одна, и мы были как бы это, не понимающие ничего. Ну, а что потом? Такое самое яркое вот это было. Пасли, ростили ягнят, козлят, вот это все было. Пасли овец, коров, телята. Занимались доением их всегда. В общем, весело было, когда маленькие-то были. Ну и пионерская организация Октября-то, вот это вот все эти ступени прошла я. Ну, были там пионерские слеты тогда, вот интересно было. Со всех сумонов собирались в городе Чадане и состязались там по всем видам самодеятельности, потом поделкам всяким этим. И еще там боролись, шахматы играли там, в общем, все было. А в Чаданской школе, когда учились, там интересно было, мы спортом стали заниматься. Там приехал новый учитель, который закончил МГУ, Комбу, Монгушкомбу, вот отчество забыла. И он спортсмен оказался, он обучил нас волейбол играть, баскетбол играть. И он очень хорошо играл настольный теннис. Вот. Мы увлекались именно вот этим теннисом. Научил всех нас почти играть вот этот настольный теннис. После уроков по вечерам там в ограде интерната там всегда стадионка, ну, спортивная площадка была. До сумерков там все время играли. Кто волейбол, кто баскетбол. В общем. А когда начали увлекаться геологией? В школе, наверное? Да, с детства, в общем-то, вот тувинские же дети играли всегда в сайзанак. Ага. И там собирали всегда вот камушки такие разные, разноцветные. И, в общем, всяко бывало тоже. И из этих камней делали так бы образы кукол. Играли, как домашние вот кукольные дома строили там. У нас и все было и это.
и животные, как там, овцы, козы, там из этих камушек сделанные. Вот так вот мы. И вот это вот увлечение вот осталось у меня тут. Я всегда любила смотреть вот гальки, в воде намочишь их, они такие красивые, разноцветные, окатанные, не окатанные, вот всегда. И вот это вот осталось во мне. И когда я кончила школу, уже надо поступать, у меня старшие сестры все стали учителями, врачами, а мне хотелось чего-то другого. И как раз объявили вот в Томский политехнический институт, просто вот такое объявление было. Томский политехнический институт дали 3 места. Какой факультет, что, ничего не известно. Вот за эти, туда я подала заявление, и вот за эти 3 места сражались 11 человек. Ну, в итоге поступили 2 парня и я среди них. Сдавали физику, математику, химию, русский язык, конечно. Вот так вот. Сложно было? Сложно было. Я еще вот после школы сразу-то не пошла учиться. Мама заболела, я дома оставалась еще. И кроме вот аттестата зрелости после окончания 11 класса, нас же обучали еще работникам, чтобы в сельском хозяйстве работали, там механизаторов широкого профиля, шоферов, потом сакманщиков, потом этих растениеводства, животноводства, вот это вот все. И у меня удостоверение было растениеводство и вот это вот механизатор широкого профиля. Я пошла с мальчишками трактор изучать, машину. И пришлось мне вот работать в совхозе. Была учетчицей на ферме. Ферма была большая, очень известная на всю Тулу. Называлась она Тюргün, молочно-товарная ферма Тюргün. Вот я там точно год проработала. Пришлось вместо вот отсутствующих тоярок таить корову, тогда же все вручную делалось. И в то же время учетчицей работать. Каждую корову доят, приносят, я должна обмерить молоко от каждой коровы. Измерить, проверить на жирность и потом уже сливать во фляги. Потом молоко это вот из фляг. В Чатан город привозили, там у нас молочный завод тогда был. Там сдаешь. Ну вот 38-40 литровые такие фляги. Штук 20-25 мы сдавали. Так много было молока, да. В один день? Ага. А потом, вот уже где-то в июле я стала проситься, чтобы меня отпустили экзамены сдавать. Вот и как раз я поехала, мне дали 1 месяц, чтобы я это сделала. Я поступила, приехала, говорю, вот так и так. Кое-как меня отпустили оттуда. 5 лет проучились в Томске. А какие воспоминания из Томска, студенческие годы? Они какие были? Ну, в Томске я когда приехала, вот в приемную комиссию пришла, а там говорят, у нас 20-23 факультетов, и на каждом факультете по 7-8 специальностей, вот так вот. А я даже не могу вот на этих плакатах расшифровать, там написано, допустим, Ару, Тусур, вот все вот. Я так, то, что я знаю, прочитала
ФТФ, значит, физико-технический факультет, химико-технологический факультет. Потом, значит, ГРФ я знала, откуда-то. Я спрашиваю, ну вот на химию или на физику, они говорят, там уже, говорят, все полно. Я с опозданием приехала, так получилось. Почему одна-то ходила на эту? Ну, а потом что? Посмотрела, вообще не могу расшифровать даже вот эти плакаты все. Вот и говорю, ну, тогда меня, пожалуйста, в ГРФ, геолого-разведочный факультет. И оказалось, вот кто принимал вот мои, то есть документы, в тот день дежурили как раз декан вот этого факультета. И женщина математику потом нам преподавала. Она смотрит на меня и спрашивает, вы из Тувы? Я так удивилась, думаю. Я говорю, откуда вы про Туву-то знаете? Она говорит, я вижу, что вы тувинка, говорит. Она говорит, после окончания института я, говорит, 5 лет проработала в Агдауракской школе. Математику преподавала, говорит. Ну, тогда, мне кажется, этот человек мне родным стал почти. Ну, а потом вот специальности называют. ГРЭЗ, геолого-разведочный факультет. Геологический метод исследований, геофизический метод исследований, гидрогеология, то есть там 7 или 8, нефтяники, буровики, то есть разные вот эти. А я так посмотрела, ну, физика, геофизика. Мне показалось ближе это. И я на геофизику пошла и кончила. В 63-м поступила, и в 68-м кончили мы. А вам нравилось учиться? Что-нибудь запомнилось яркое из студенческих Вот лет? наша группа оказалась очень дружной, очень такой сплоченной. И я среди вот русских, почти все русские были, украинцы, конечно, там были тоже, ну, не различаешь их так вот. А вот азиатка я одна была в нашей группе. Но очень хорошо учились вместе все время. Вот группа такая дружная оказалась, что мы до сих пор переписываемся, до сих пор собираемся в Томске. Осень, вот, в сентябре. Хотя мы кончили в декабре, но собираемся всегда в сентябре. Через 10 лет, через 20 лет собирались. А так всю жизнь вот проработала с 69-го года вот в одной экспедиции тувинской. Я приехала, тут тувинская геолого-разведочная экспедиция была. В ней проработала я вот с 69-го года, с февраля по 93-й год в экспедиции. А когда работали в экспедиции, что было самым интересным? Что вам нравилось? В экспедиции, когда работали, мы же по разным партиям, геологические партии назывались, тогда такие группы создавались. И каждая группа занималась там, вот карта Тувы разбита на многие вот эти 200-тысячные, 500-тысячные квадраты вот такие, наверное, знаете, да, номенклатуры этих миллионных листов там. По масштабам разбито все вот на такие квадратики. И вот каждая партия там собиралась и методично вот всю Туву покрывали геологической съемкой. Ну, 200-тысячной съемкой почти всю Туву покрыли, а 50-тысячной окраины остались, не совсем, не успели, так сказать. А мы были геофизики. Вот с геологами вместе вот работали с помощью приборов, аппаратов, измеряли физические свойства Земли, где какие там скопления каких материалов там, по магнитным, электрическим, по разным свойствам.
и составляли карты и находили вот это вот аномалии так называемые. Есть физические, магнитные аномалии, электрические аномалии. Вот потом на этих аномалиях делали проверку, бурили там, определяли, что там есть. И таким образом открывали месторождение. Так, потому что так уже с какого 40-х, 30-х годов то вот уже посещали разные исследователи. Так вот визуально уже найти трудно что-нибудь было. И именно вот когда мы пришли, вот с помощью приборов определяли, где что, как лежат. Вот так вот. А какая самая интересная экспедиция была и самая яркая находка? Вот в моей жизни, так сказать, я после 3-го курса сюда приехала на практику, и я попала в хемчикскую партию, которая работала вот Агдауравское месторождение, исследовала. И по этой части стали эта партия искать асбест вот, на границе Красноярска и Тувы, вот, пограничный там село вот, на бассейне реки Уз, и там Иджимский массив, где должно быть, по идее, по теории, асбест. И вот как раз в 1966 году, после 3-го курса, там открыли большое саянское месторождение хризотила асбеста. Очень большое, крупное, то есть небольшое, крупное. Я считаю, что вот в моей жизни вот это вот месторождение для меня было самым таким ярким, самым, как бы сказать, итогом моих исследований, работ. Потому что почти по всем металлам, по всем, как сказать, элементам таблицы Менделеева, вот Тува такая богатая оказалась, что где-то его много, где-то его мало, где-то просто маленькие проявления, где-то большие богатые месторождения. Вот Казалтакширское месторождение полиметаллов уже вот компания Лунсин уже скоро, наверное, его полностью извлекут, если не найдут в соседних местах продолжение где-то его. Вот сейчас Аксукское месторождение молибдена и меди тоже начнут, вот, наверное, со следующего года разрабатывать. Там уже начали строить комбинат. Работа так-то интересная, но для женщин трудная. Сами знаете, вот сейчас вот аппараты вот такие маленькие, раньше фотоаппараты и то какие большие были, да. В начале вот 70-х, в конце 60-х годов. У нас тоже приборы такие на электронных лампах все. Представляете, да? А сейчас вот транзистор вот такие, или вот телефон. Он весь интернет тут, интернет включает. А тогда вот этого даже не было ничего. И вот приходилось огромные вот такие ящики таскать. Все на себе, иногда на лошадях, потому что машина не проходит туда. А работа геофизика трудная оказалась. Геолог как-то там он взял молоток, рюкзак и ногами пошел там. А вот у вас же звание первой женщины-геолога Тувы, Зинаида Сатпаевна. Тувинского женщин нету. Я вот геофизик. Первая женщина Тувинга геофизик оказалась. А каково это было работать в мужском коллективе? Вот представляете, я вот работала, и в 69-м я начала работать, в 70-м у меня родился сын. Вот я сколько там, 10 месяцев сидела с ним, потом снова пошла работать.
сына сразу в ясли там отправили. Там сказали, только научите его кушать. Потом мне вот иногда писали школьницы там, девчонки. Я им говорила, нет, геофизики не надо ходить. Это мужская работа совсем. Когда вот как только вот это СССР, считай, распалось, после этого у нас же снабжение плохо стало. И поэтому поля выходить нам уже редко приходилось. Финансирования денег нету и все. Поэтому, считай, с тех пор я в основном вот за столом сижу. Работаю только вот, ну, перекладываю, так сказать, бумаги. Если так говорить, просто. Хочется вот в поле выехать. Первое время особенно было очень трудно привыкнуть к этому, что летом тут сидишь. А сейчас уже все привыкли сидеть. Это после советского времени, после развала? Или еще в советское время так стало, что мало экспедиций? Очень плохо с геологией. Материально-техническая база, материально-сырьевая база страны зависит от работы геологов, от их исследований, от их найденных вот богатств земли, полезных ископаемых всего. А мы вот то, что наработали, допустим, там с 50-х по 70-е, по 80-е годы, больше дальше нету исследований. Очень редко, очень мало делают. Поэтому надо геологию поднимать, надо специалистов, надо, в общем, какой-то выход искать надо. Слишком много там разветвленных, как сказать, структур сделали, что тоже неверно. Раньше вот была геолого-разведывательная экспедиция, она все могла, сама делала все. Там специалистов было больше 1000 человек, инженерно-технических работников. А сейчас вот один гидрогеолог остался под названием Тувинская экспедиция. А в основном занимаются вот сейчас золотари, золотодобычей. И вот эти организации, которые золото добывают, ну это уже как не исследование, а это просто вот рассыпное золото добывать и все. Так что надо геологию поднимать. Надо хороших специалистов. Вот. По новой все надо делать, иначе страна останется без материально-сырьевой базы. Не над чем будет работать. Тот же асбест, вот закрыли же Ховаксы и Агдоурак. Да, я про это материал делал. Тогда вот работали, там много давали. По 2 тонны асбеста отправляли туда. Ой, по 2000 тонны. А сейчас килограммами считают. Это разве добыча? Это вообще вот так вот. СССР распался, и финансирование закончилось, и мы почти без работы все остались, вот геологи. Пошли все, кто мог. Там, корабейники, там, в смысле, торгаши, там, кто чем мог заниматься, ушли так. И где-то в 92 году по новой организовали Тувинский комитет геологии и экологии, вот такой. Ну, ТВА геолком называлось. Вот в 94 году я туда перешла. И меня поставили ведущим специалистом по фондам. У нас фондов тогда не было, вот сейчас вот мы сидим, мы работаем. Все это собиралось в Красноярске. А тут обязали свои геологические фонды составить. И я вот это вот фонды, вот сначала, считай, начала копировать, собирать все. И до сих пор вот на этой должности работаю. Вот уже сколько лет. С 97 года по сей день заведую этим отделом.
И вот так макаром живем. Дети уже взрослые, у меня уже внучка вот нынче закончила школу, поступила в Томск. Вот я уже говорила, да. Так что вот такая жизнь прошла. Мужа потеряла вот в 15-м году. И дочь вот, мама вот, внучки моей, ушла тоже вот из-за рака. Так что пришлось мне поднимать ее. Да. И она училась тогда в 4-5 классе. И сейчас кончила. А какой была Тува в советское время? Тува, кстати, была тогда чище, и как-то люди были добрее. Все друг друга в какой-то мере понимали, как-то вот люди друг к другу очень относились хорошо. Не как сейчас вот, да. Сейчас вот каждый человек как бы других не видит, ему надо только себе самому все. Допустим, вот мы жили в Валах, да, еще это. Юрту никогда не закрывали, просто вот щепоткой там дверь прикроешь, чтобы ветром его не качало. И видят, люди приходят, значит, никого нету, никто ничего не трогает, никто ничего не воровал, все было хорошо вот так вот. И вот если там, допустим, сироты оставались, дети, да, бывает всякое тоже, и тогда бывало. Никогда никто сиротой не оставался, всех сразу забирали родственники и помогали вырасти человеку. Вот мне кажется, вот это было очень такое хорошее. Ну и еще, конечно, чище была. Сейчас вот город какой страшный, да? Утопает весь в грязи. Ужасно. А Тыва сильно изменилась? Чё? Республика наша сильно изменилась? Вот знаете, изменился, конечно. Город изменился, и вся Тува тоже похорошела. Люди какие стали, какие вы молодые, сколько молодежи стало. Какой стаж у вас работы? Ну вот и посчитай, 69 с февраля, и вот по сей день я на работе. 53 года, 52 года. Да, вот в феврале, вот 21 уже 52 года получилось. Вот я уже пошла дальше, до 3-й год. А сейчас вы чем занимаетесь? Ну, для меня сейчас вот общее руководство вот всем этим. И я вот хочу уже уходить на пенсию, хватит работать. Потому что долго не могли найти, вот один специалист ушел, на его место надо было человека, знающего компьютер и знающего вот предмет работы. Нам приходится заниматься всеми видами, вот геологией, геофизикой, гидрогеологией. Все мы обобщаем и складываем, чтобы кто-то придет, допустим, из Москвы или откуда-то. Мы должны представить им эти материалы вот так вот, знаешь, везде должно быть знать. Такого специалиста нет, вот совсем год только, что ли, вот Тувана сидит, работает. Может, вы хотите какое-нибудь напутствие передать молодому поколению, что-нибудь пожелать? Хочу пожелать, чтобы они были честными, чтобы они не рвались как вот за этими деньгами, за этими марихуанами всякими этими, не травили себя. Были вот как... Вот я спортсмен такой, который на диване сижу и лежу, смотрю все виды спорта. Хотя бы вот так были заинтересованы. Потому что сейчас, вот в сельских школах было интересно, потому что там все по новой было, да.
И школы были оснащены полностью. 2 класса могли на лыжи встать и уйти на физкультуру, да. А сейчас же школы нищие, ничего нет. Только на родителях все это держится. Хотя мы вот так вот уже в 21 веке живем. Это очень плохо. Надо вот это все искоренять. И быть добрыми, честными и работящими. Вот этого я хочу. Зинаида Сатпаевна, спасибо большое за интервью, было очень интересно, и мы желаем вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. И Спасибо вы сделали большое. огромный вклад в науку, и это была очень интересная беседа. Спасибо вам большое. Хорошо, пожалуйста. И вам спасибо, что пришли ко мне.